24 февраля исполнится ровно год с момента объявления начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Наша Республика Саха-Якутия – один из тех регионов, которые ставят в пример другим по оказанию помощи и поддержки участникам специальной военной операции. Якутские добровольцы одними из первых отправились на линию соприкосновения, и общественность республики развернула масштабную работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса и участников СВО. Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова, и сегодня мы обсудим итоги работы, проведенной в Якутии за год специальной военной операции, с гостями в студии. Ну что ж, в Якутии действительно работают беспрецедентные меры поддержки мобилизованных семей. Ольга Валерьевна, давайте напомним основные из них и расскажем, сколько человек уже получили поддержку от республики. Необходимо обратить внимание, что с момента объявления специальной военной операции началась достаточно комплексная работа, которая направлена была прежде всего на выявление, на поддержку тех, кто, соответственно, был направлен в зону прикосновения. Это первые были контрактники, затем добровольцы, после чего был разработан уже в марте месяце, принят специальный план возможной реабилитации и встречи наших военнослужащих. Контакты мы начали устанавливать с мамами военнослужащих. Была создана первая WhatsApp-группа. Я благодарю тех мам, которые были достаточно активны, и, соответственно, мы смогли начать уже тогда в марте перестраивать работу медицинскую и психологическую. И коллеги параллельно работали гуманитарную помощь. Уже с момента объявления мобилизации главой Якутии был принят указ Республики Саха-Якутия, главы Республики Саха-Якутия о мерах социальной поддержки. Среди этих мер базовой была мера, направленная на поддержку именно тыла, семьи. Достаточно сложно было обеспечить в полном объеме организационно и материально, соответственно, по 200 тысяч каждой семье. Мы выбрали практически все категории, которые оказались. Во время встречи с главой были определены также дополнительные категории в виде добровольцев и контрактников с женами, и, соответственно, начали эту работу. Необходимо обратить внимание, что параллельно с нами начали отрабатывать органы местного самоуправления и, соответственно, выставлять свои меры поддержки. Основной задачей, какие бы меры поддержки ни были, это обеспечить надежный тыл для того, чтобы здесь не было никаких сложностей, возникающих вообще в самой тыловой жизни жен, детей и семей. Но когда уже начали возвращаться у нас ребята, то, соответственно, мы уже начали отрабатывать практически индивидуальное сопровождение через заместителей глав по социальным вопросам каждого пришедшего с зоны специальной военной операции. Андрей Даминович, поспредство в Республике Саха-Якутия, как в Москве, так и поспредство в Владивостоке с первого дня включилось в эту работу. И если, как Ольга Валерьевна сказала, в тылу, здесь старались сделать все возможное, то по поводу именно доставки помощи тем, кто на линии соприкосновения, эта работа, она вся легла на ваши плечи, на плечи ваших сотрудников. Расскажите, пожалуйста. На самом деле, поспредство нашей республики при президенте Российской Федерации в Москве непосредственно столкнулась со специальной военной операцией еще в апреле прошлого года. Первая делегация по поручению нашего главы Арсения Сергеевича Николаева выехала в Донецкую Народную Республику в апреле. Тогда мы сопровождали гуманитарный груз, который был сформирован здесь в республике, посетили Волноваху, только что освобожденную, встретились с руководством правительства Донецкой Республики. И с тех пор, собственно говоря, мы вплотную занимаемся вопросами, необходимыми для поддержания, во-первых, в ту пору донецких наших сограждан, Донецкую республику, которая еще была иностранным государством на то время. С июня месяца начались большие широкомасштабные работы по всему Донбассу, которые начали организовывать многие регионы нашей страны, в том числе и наша республика. Вы знаете известный город уже в республике, город Кировская, в котором была проведена большая работа по восстановлению социальной
инфраструктуры жизнеобеспечения. Работа была выполнена с помощью наших предприятий, прежде всего ГУП ЖКХ, подрядных организаций, которые успешно справились со своей задачей. И по оценке руководства Дальневосточного федерального округа и страны стали лучшими среди всех групп, которые участвовали от дальневосточных 7 регионов. Мы продолжаем эту работу, и второй год мы начали вот уже 1 февраля, заехала туда рабочая группа правительства. Конечно, после объявления частичной мобилизации в конце сентября эта работа стала наполняться другими гранями. Кроме восстановительных работ, мы весь прошлый год занимались и организацией гуманитарной помощи различного характера и первой необходимости. И первая делегация была наших врачей, которые очень оказались там нужны. И сегодня уже 3-я бригада там работает в ДНР. Очень за это время, после мобилизации, отработали врачи в наших госпиталях уже на территории Большой России. И сегодня они трудятся, и тоже уже 3-я, 4-я смена. Врачи работают в военных госпиталях. Это практика, которую мы будем продолжать. Но на сегодняшний день вы знаете, что решением Арсения Сергеевича Николаева, главы нашей республики, в октябре был создан единый координационный центр на базе постоянного представительства по оказанию содействия военнослужащим, их семьям, восстановительным работам в новых регионах и оказанию гуманитарной помощи ее населению. Это связано прежде всего с тем, что за прошлый год множество личных инициатив граждан, общественных организаций, много работы проведено по линии органов власти и республики, и муниципалитета. Ольга Валерьевна здесь говорили, все это приобрело такой масштаб, что потребовалась координация, конечно. И это решение себя оправдало. Сегодня, когда наши бойцы уже находятся в зоне специальной военной операции, конечно, мы продолжаем заниматься поставками, обеспечением их. И сегодня созданы 3 опорных пункта на территории СВО. У нас ежедневно наши сотрудники опорных пунктов общаются с нашими бойцами буквально там вблизи от линии боевого соприкосновения. Мы сегодня установили достаточно прочные постоянные связи с командирами частей и подразделений. Эта работа продолжается и будет шириться. Здесь рядом со мной Александр Гаврилович Колесов, один из командиров наших добровольцев. И когда он там находился на фронте, это тоже работа очень активно двигалась. Сегодня я здесь нахожусь в том числе и с тем, чтобы в дальнейшем продолжать оптимизировать нашу работу всех, кто участвует. Хочу сказать, что, например, в республике же не только гуманитарную помощь мы собираем и отправляем. У нас один из сотрудников ваших сегодня группы НВК, Александр, он уже является военным корреспондентом, был там. Военные корреспонденты сегодня постоянно присутствуют в зоне СВО. Они прошли специальную военную подготовку в спецуниверситете спецназа. Это и Якутское Саха-информационное агентство, и ваша телекомпания. Также мы сегодня готовим и участвуем в подготовке наших бойцов, в повышении их профессионального уровня, с тем, чтобы они владели своей боевой профессией как можно лучше. И это впрямую зависит от того, чтобы они сохранили свои жизни и победили. Мы и операторов БПЛА готовим, и там на Донбассе, и здесь уже создан на базе техникума связи. Центр по Да, обучению. прекрасно, интересное очень предложение. Квадроциклы «Сокол», они будут испытываться в зоне боевых действий. Я вчера посмотрел, действительно хорошая, продуманная машина, наверное, необходимая для фронта. Я вижу, что
Много сделано с точки зрения обмундирования. И компания «Хату-Тент», которая была участником Всеармейского форума и сегодня является одним из крупнейших поставщиков обмундирования и защитного снаряжения. Александр, а вот действительно чувствовалась поддержка из Якутии? Да, во время прохождения службы в зоне специальной военной операции мы каждый день чувствовали поддержку наших земляков. Мы очень этим гордимся. Мы видели, что народ наш сплотился, что у нас очень надежный тыл. Вот. Помощь была разная. От вязаных носков, бабушки вязали, да, термобелье, снаряжение, там, квадрокоптеры, тепловизоры, заканчивая машинами. И то, что вот жители республики поняли, что помощь это оказываемая, да, на фронте, спасает чью-то жизнь. Вот, например, те машины, которые республика нам передавала в зону специальной военной операции, на этих машинах мы эвакуировали очень много наших раненых бойцов, спасли тем самым не одну жизнь. Вот эти коптеры тоже сейчас современные методы войны, то есть они необходимы, как воздух. Вот поэтому помощь, оказываемая, она не краткосрочная, она идет На регулярной сейчас, да, основе? на регулярной основе, потому что надо понимать, что все это, та же техника, да, она имеет свойство изнашиваться, выходить из строя во время боевых действий, это очень часто случается. Одежда, та же самая форма военная, она тоже очень быстро приходит в негодность. Так что вот помогли и забыли, к счастью, у наших жителей такого нету. Все идут, несут, вот. Очень приятно и чувствуется вот эта поддержка. Ну вот в Якутии одна из первых действительно включилась вот в эту работу. Есть ли какой-то обмен опытом с другими регионами? То есть, может быть, кто-то хотел опыт перенять? Не было такого? Ну, вот смотрите, вот когда мы служили, были у нас соседи, и солдаты, там, войска стояли, другие барсы стояли, и они видели, и нам завидовали. Вот как это так, вот сами вот, да, с правительства привозят вам технику, да, и на этот опыт они начали передавать своим. То есть они говорят родственникам там, своим представителям, и те начали уже подключаться, да. То есть мы, не хочу, заразили, мы подали очень хороший пример нашей республики. И да, вот Андрей Сандовинович, вот они все общаются с другими регионами, да, с другими постпредствами, они вот находят общие какие-то пути решения вот этих, то ли по доставке, да, там все взаимосвязаны, там вся Россия работает. Ну что ж, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся к обсуждению темы через пару минут. Не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф», и мы продолжаем обсуждать итоги работы первого года специальной военной операции. Но почти невозможно уже представить нашу жизнь без волонтеров. В Якутии развернулась масштабная кампания не только по сбору гуманитарной помощи, но и по пошиву одежды, изготовлению маскировочных сеток, многого другого. Ил, скажи, сколько людей сегодня прошло, примерно, да, через волонтерские центры, и какая помощь ими оказывается? Ну, где-то чисто непосредственно на Орджоникидзе 10 у нас побывало около 700 человек. Где-то около 100 человек прошли через добровольский швейный цех. Ну и на местах, в улусах, в районах, это, наверное, тысячи и тысячи людей, которые были вовлечены в это общее дело. И действительно, это можно сказать, что масштабность. Но вы же помните 2021 год, пожары. Также население активно отозвалось, стало помогать. И совместно с правительством у нас это получилось. Вот этот кейс мы тоже решили использовать в дальнейшем. Ну а когда объявили специальную военную операцию, многие люди не военные, большинство даже далекие от политики, но когда мы узнали, что наша помощь может понадобиться нашим землякам, нашим ребятам, которые так получилось, что нуждались в ней, мы, не задумываясь, вот, начали эту работу. И продолжаем это делать. Вот, и приятно, когда родители, жены, сами ребята пишут, звонят, передают свою благодарность всем, кто помогал. Вот
им в необходимое для них вот время. Ну, такой вот, да, действительно пример объединения общества, да, и власти, И бизнеса. и бизнеса. Да. Ну, один из штабов волонтерского движения создан в Москве. Это штаб «Саха-волонтеры», которые оказывают помощь бойцам, получившим ранения и проходящим лечение в госпиталях Министерства обороны. С нами на связи руководитель штаба «Саха-волонтеры» Туяра Константинова. Туяра? Да, Ирина, добрый день. Я приветствую тебя. расскажите, пожалуйста, о вашем движении, какие задачи вы выполняете. Дорогие зрители, уважаемые коллеги, вот мы выходим на связь из волонтерского центра «Саха-волонтеры». Наш центр находится на 6-м этаже постоянного представительства Якутии. И здесь у нас вот небольшой импровизированный склад, морозильная камера, где мы храним продукты из Якутии. И вот наш волонтерский центр вообще является местом встреч нашей команды. Волонтеры Саха начали свою работу 4 месяца назад, в октябре 2022 года. И за это время к нам присоединились более 500 якутян из разных уголков нашей республики. Многие откликнулись на помощь, о сборе, о нашем призыве помощи раненым. Это трудовые коллективы, журналисты, общественники, жители Наслегов и Улусов. Наше движение поистине стало народным. Мы получили более 200 переводов на общую сумму 950 тысяч рублей. Более 1 тонны замороженных продуктов. Это мясо, это караси, это брусника, это домашняя выпечка. И вообще в трудные времена наши якутяне протягивают руку помощи и не только вот в республике, но и за пределами. Приведу один трогательный пример. Наши бойцы, выписавшись из госпиталя, перевели в наш фонд свое пожертвование. Это Костя Копырин и его друг Александр. Бывают и такие трогательные моменты, когда родители бойцов, которым мы оказывали помощь, направляют нам посылки. Например, вот Христина Ивановна, наша мама нашего первого подопечного Владика Кондакова, отправила после Нового года 10 килограмм жеребятины. Из социальных сетей вы узнали, наверное, когда наш земляк, бренд-шеф Николай Атласов приготовил из этой жеребятины замечательные обеды для наших ребят. В целом мы работаем, объединяем якутян в городах Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск. Недавно к нам присоединились студенты из Екатеринбурга. Мы работаем по 8 направлениям. Это посещение бойцов, приготовление домашней еды, закуп и доставка товаров первой необходимости, оказание психологической помощи, встречи и проводы бойцов в аэропорту и на вокзалах, и информационная поддержка военнослужащих СВО. У волонтеров Саха есть настоящие друзья. Это наши социальные партнеры. Это люди, коллективы, которые нам оказывают не только разовую помощь, но и системно сотрудничают с нами. Это единый координационный центр, это опорные пункты, это авиакомпания «Якутия», молодежное общественное движение «Айтал», наши щепкинцы, Лига женщин города Якутска. Мы ежедневно находимся на связи с фондом, со штабом «Якутия с тобой», с Аилом Джулургам и Айланом Винокуровым из Центра по работе с волонтерами. Сейчас мы активно готовимся к 23 февраля, отправляем праздничные посылки по просьбе жителей Улусов, семей военнослужащих. И хотелось бы отметить активную работу Ленского района, жителей Ленского района, Верхоянского, Верхневилюйского Улуса, которые не только помогают нам посылками продуктовыми, но на прошлой неделе нам глава Улуса
Владимир Семенович Паскачин отметил благодарственными письмами наших активистов Полину Розенблюм и Диану Черкоеву. Спасибо, Мы Туяра. общаемся с волонтерами из других регионов, благотворительными фондами, и наш опыт часто ставят в пример. Пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим землякам и поблагодарить вас за поддержку. Мы чувствуем вашу поддержку, мы ее видим и будем продолжать нашу волонтерскую деятельность. Спасибо, Туяра. Спасибо большое. Ну что ж, это была Туяра Константинова. Спасибо большое. Андрей Сандаминович, вот единый координационный центр, да, на базе постоянного представительства, про который вы уже упоминали. Также открытые опорные пункты работают в Ростовской области и прямо на месте там в ДНР. Вот как они работают и как идет вот координация, что, то есть какая работа остается волонтером, да, а что делает непосредственно координационный Мне центр? вот в данном случае сложно провести разницу между волонтерами и теми сотрудниками опорных пунктов, которые мы создали, потому что это все люди-добровольцы на самом деле. И многие из них работают просто даже во время своего отпуска. Если говорить точнее, у нас сегодня в Ростове создан опорный пункт, специализация которого по работе с ранеными и сопровождении их. Ряд других вопросов. Туда часто приезжают те делегации, которые выезжают для встречи с бойцами. А рабочие, значит, опорные пункты в зоне СВО находятся прямо там, как говорят, за ленточкой. Их 3. Значит, и они ориентированы на то, чтобы ежедневно доставлять все необходимое бойцам, встречать их во время их коротких дней отдыха, когда они выходят немного на 2-ю, 3-ю линию обороны, в тыл, в ближайший. У нас есть планы различные, в том числе, чтобы организовывать им все-таки более-менее возможность действительно отдохнуть полноценно, значит, и, возможно, даже пройти некоторый медицинский осмотр. Это люди, о которых много сейчас знают уже и наши земляки. Там активно работают военные корреспонденты, они сами направляют информацию о себе. Мне тут добавить особо нечего, но хочу сказать, что я вот хочу подтвердить то, что сказал Александр Гаврилович Колесов, что там в СВО активность и наших сотрудников знают очень многие. И Якутия является одним из самых активных регионов, которые там присутствуют. Нас знают и военные, и гражданские власти, и подписанное соглашение между нашей республикой и Донецкой республикой. Главы наши подписали это в декабре прошлого года, Арсений Сергеевич Николаев и Денис Владимирович Пушилин. Это соглашение дало еще большие возможности сотрудничать. И сегодня, например, уже наши специалисты из Министерства цифровизации совместно с донецкими коллегами занимаются с формированием цифрового кластера. Конечно, он сегодня пока будет иметь больше военный такой уклон, но будем, значит, продолжать эту работу. Есть интересные инициативы в области кинопроизводства, совместной работы наших творческих театральных коллективов. И вот это вот ниточки, которые такой народной дипломатии, гуманитарного характера, они будут нарастать, увеличиваться, крепнуть. И именно это создает на самом деле основу, которая сегодня содействует скорейшей интеграции новых регионов нашей страны в жизнь большой нашей великой России. Ну вот народная дипломатия, да, действительно. Я хочу, опять же, вспомнить конкурс видеооткрыток «Смотри, это Россия», да, который объявил глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев, начал. И в этом году в нем впервые приняли участие дети из новых регионов. И самым активным, значит, участником, больше всего, в общем, видеооткрыток про
про свои Россию. поселки, про то, что это Россия, прислали именно школьники из Донецкой Народной Республики. Вот Это так, как да. пример народной дипломатии. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу и вернемся в студию буквально через пару минут. Не переключайтесь. Ну что ж, это программа «Якутия Лайв». Мы продолжаем. 22 февраля на обоих наших каналах НВК Саха и Якутия-24 пройдет марафон «Все для победы» по поддержке бойцов специальной военной операции. Валерий Алексеевич, ну вот расскажите из первых уст, пожалуйста. Ну, вы знаете, вот за этот год уже приближается дата, да, многое чего изменилось. И особенно изменилось то, что мы же сейчас уже и возвращаются наши ребята, бойцы. И мы, если мы раньше были, порыв у нас общества был все для фронта, все, мы так это называли уже как в старину, то сейчас у нас еще задача – это забота о семье мобилизованных, забота о тех, кто пришел, о раненых. Это тоже вопросы очень важные. И в этом вопросе я сразу скажу, что вот сейчас уже чувствуется, что отлажен механизм. Если мы раньше было, кроме порыва у нас всего общества, а это очень радовало, сплоченность общества, то сейчас у нас уже отрабатывается механизм помощи. Это и законодательная база, указы. Это вот большое спасибо Андрею Сандоминовичу, единый центр, Ольге Валерьевне, которые мы без них не можем. Да и Арсену Сергеевичу тоже надо обязательно сказать спасибо, потому что все возвращенные бойцы, как мы называли раньше по ошибке, на самом деле тут ошибки не было, это просто база данных была неправильно в военкомате, не обновлялась долго. Поэтому были призваны люди, которых 4, 5 детей и так далее. Поэтому больше 300 это благодаря Арсену Сергеевичу были отозваны. Ошибочно отозваны. мобилизованных, вы говорите. Ну, это, еще раз говорю, это Мгм. не ошибка, Мгм. это была техническая, скорее, ошибка. Но что касается телемарафона, это один из методов сплоченной организации помощи нашим бойцам на передовой. Я скажу, Общероссийский народный фронт – это всероссийская организация. Мгм. И я хочу похвастаюсь немножко, что, но это не хвастовство, это констатация факта. По России Народный фронт собрал 4 миллиарда 650 миллионов. Солидная, да, сумма. И это в основном люди, простые люди вносили, к нам приходили слепой человек, совершенно слепой, принес 50 тысяч. 92 года пенсионер принес 80 тысяч. Тоже нас поразило это. То есть люди все свои сбережения несут. Кто-то меньше, кто-то 200 рублей. И сейчас мы тоже призываем. У нас будет проходить телемарафон 22 числа. По нашему QR-коду, это региональный QR-код. Эти деньги, поступившие, останутся в республике, и на них будут закуплена та сложная техника, которую, правильно сказали наш командир, которая очень Необходимо нужна. сейчас Очень передовой. нужна на передовой. Поэтому кто-то 200, кто-то 300 рублей. И вот так формируется, как говорится, важна еще сопричастность каждого. Да? Вот, когда ты что-то сделал, ведь мы всегда говорим, по-моему, патриотизм – это действие. Вот и мы призываем сделать маленькое действие, перечислить небольшую сумму. Предприятия приходят, перечисляют. Прошлый телемарафон мы собрали более 12 миллионов в целом, потому что там еще были вещами передавались. Были закуплены квадрокоптеры, тепловизоры, оптические прицелы тепловые, там, тепловизионные. И это все передано в ДСАФе торжественно. Барс у нас уходил, Барс. Вот, это очень помогло. Ребята очень давно. Мы встречаем, разговариваем. И сейчас мы хотим 22-го провести такой же телемарафон. И призываем активно граждан участвовать в этом телемарафоне. Речь идет не о больших суммах, а о маленьких суммах. Ну, это важность, еще говорю, сопричастности. Ну, посильный Нашей вклад, в общем. посильный вклад. Мгм. Ну, еще хотелось бы отметить, что сами ветераны тоже приходя, вот как Александр, они не остаются в стороне. Вот это напоминает мне Афганистан. Вот мы с Афгана приходили, где-то что-то какое-то время терялись, а потом включались в жизнь. И вот у них обострено так же, как и у нас, чувство справедливости.
они хотят участвовать в нашей жизни, и мы им должны помочь. И я скажу, что вот не только волонтерская движение, мы, спасибо АИЛу, мы с ними ездили, и я как депутат, просто как волонтер ездил за свой отпуск, тоже развозил по войсковым частям. А сейчас у нас сложная задача, намного сложнее. Сейчас уже наши ребята на передовой. И тут вот сейчас Андрей Санаминович рассказал уже, что как строится логистика помощи, но помогать надо нам всем, и это сплачивает людей. Дополните, пожалуйста. Да, по оказываемой помощи вот хотелось бы добавить, заявок очень много от бойцов с передовой, от командиров частей, от родственников. Вот, к сожалению, по ряду причин нет возможности оказать всем такую помощь. Объясняю. Первое – это отсутствие логистики, то есть мы просто не знаем, где находится боец на данный момент. Это раз. Второе – огромные дистанции, да, вот расстояние между вот 4 региона сейчас присоединились к Российской Федерации. Это порядка 900 километров. Это, понимание, очень большое как бы расстояние, да, вот. И третий момент – близость фронта, обстрелов, это чтобы не подвергать наших волонтеров риску, да, их жизни и здоровью. Некоторые, как бы сказать, места дислокации нам запрещены как бы приезжать. Нашим волонтерам туда доступ закрыт, дабы сохранить их жизни. И поэтому, Причем закрыт от Минобороны. да, от Минобороны не пускают. Вот поэтому у меня есть просьба к жителям республики отнестись с пониманием к данной проблеме. Но по мере как бы продвижения, может быть, наших войск вперед, там освобождение других территорий. Помощь дойдет до каждого. Да, и помощь постараемся, волонтеры постараются донести эту помощь для наших бойцов. Вот это я хотел сказать. И, Александр, а вот сколько бойцов вообще добровольческого отряда приняли участие вот, в спецоперации? Сколько из них уже вернулись домой? Насколько вот... Ну, цифры здесь по телевидению как бы озвучивать некорректно, да, но я скажу, порядка 500, да, вот. И несколько тысяч наших земляков участвуют сейчас, выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Но вот мы затронули тему того, что уже люди возвращаются, и вот насколько легко или сложно обустроить свою жизнь вот после возвращения из зоны боевых действий? Это индивидуально для каждого по отдельности, я думаю. Но мы все, и вот ветеранское наше движение, наше правительство, наши жители, мы должны помочь бойцам вернуться к нормальной гражданской жизни, гражданскому обществу. Да, война, как бы, она очень тяжело сказывается на психологической вот составляющей, моральном, физическом. Многие ребята получили ранения. Вот. Также помощь требуется родственникам этих бойцов, родственникам наших геройски погибших ребят. Эта работа все идет, вся сейчас идет, проделывается, и мы наблюдаем результаты. Маргарита, может, вы про эту работу расскажете? Необходимо обратить внимание, что главой республики Арсением Сергеевичем Николаевым было принято достаточно неординарное вообще решение. Это направить, вот о чем говорил Андрей Сандоминович, наших врачей прежде всего в госпиталя. Соответственно, в них мы уже начинали работать индивидуально и буквально сразу иметь связь с родственниками для того, чтобы сказать по состоянию, помочь там с какими-то определенными вещами, в том числе с медицинскими показаниями. Здесь главой поставлена задача отработать реабилитацию именно по двум базовым основным направлениям. Да? Безусловно, мы понимаем, что определенная реабилитация проходит в военных медицинских учреждениях. Мы начали прежде всего с реабилитации психологической. Это сложно воспринять мужчинам особенно, да, что они должны пойти к психологам, но уже сегодня есть у нас определенные плюсы и примеры рассмотрения тогда, когда вначале приходят мамы, жены, а потом уже и сами парни тоже соглашаются прийти, начинать работать с нашими психологами. Для всех, конечно, это точно неожиданная работа, да, как бы работу, которую они ранее не делали, поэтому
для того, чтобы не было разных, чтобы не навредить, мы все объединили в Центре Минмолодежи, Центре социально-психологической поддержки молодежи. Выработали единую программу и в центровом порядке всех держим для того, чтобы вот четко это было понимание, что делаем. Вторая история реабилитационная, она, безусловно, сложнее. Есть реабилитация, которая у нас проходит в наших медицинских учреждениях. Да? Конечно же, ни у кого нет готовых решений. То есть как провести правильную реабилитацию. Сегодня очень многие говорят, ну вы там проводите просто медицинское обследование, да, или же непосредственно там, ну, нам как будто бы чего-то недостаточно, может где-то какой-то другой субъект поискать для реабилитации. Мы ровно работаем в тех программах, которые называются наши медики посттравматические ситуации. При подготовке уже и при повышении квалификации медики также будут работать. Глава встречался как с медиками, так и с членами семей, с самими военнослужащими. Мы очень четко выявляли то, что необходимо, и в данном направлении дальше будем продолжать работать. Вот когда сегодня мы говорим вообще об этой ситуации, да, действительно практически каждый житель Якутии уже сегодня каким-то образом причастен к специальной военной операции с точки зрения помощи. Эта задача за год практически решена. То есть если раньше было достаточно сложно, то теперь уже вот такое понимание, единство всей семьи, оно есть. И вот отчеты правительства, где мы были, показывают, что объединение идет очень сильное среди населения именно с точки зрения как поддержки, обеспокоенности, как будем жить дальше, да, обеспокоенности, как будем вообще в целом воспринимать общество эту ситуацию. Но главное одно, да, я всегда говорю, что скорее всего психологи понадобятся не им, психологи понадобятся нам, кто здесь, потому что так любить жизнь, как любят эти ребята, которые возвращаются из зоны боевых действий, и так понимать цену жизни никто из нас не понимает. Мы ругаемся, еще что-то делаем, да? А вот мы цену жизни не понимаем. Они это знают, и они многому нас научат, я в этом уверена. Целиком поддерживаю Ольгу Валерьевну, не могу не сказать. На самом деле, я считаю, что там, на западных рубежах нашей страны, мы видим, как формируется новое поколение героев. Это как раз потомки тех фронтовиков, которые учили и воспитывали нас своим примером после Великой Отечественной войны и всю последующую историю. Их осталось очень много, буквально единиц. И сегодня придет другое поколение, так сказать, опыленное фронтовыми дорогами, и у них будет другой взгляд на жизнь, на самом деле. Я Ольгу Валерьевну очень это здесь поддерживаю, и нам тоже внутри надо готовиться. И мы должны соответствовать их требованиям. И вот как и Александр Гаврилович только что сказал, они будут будут требовать справедливости. И вот Валерий Алексеевич, он тоже из того поколения, нам надо это понимать. И действительно хочу также поддержать Ольгу Валерьевну в том, что вот сейчас идут отчеты правительства. Я вот был в Верхояне, я просто почувствовал, вот как говорится, каждым своим нервом, насколько мощно идет процесс единения. Казалось бы, где Верхояние, где Украина. И именно это является главной основой нашей победы. И это точно после таких вот встреч уже нет никаких сомнений, что победа будет за нами, потому что залог, самый главный, это единство армии и народа. Ну что ж, на этой ноте и закончим. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.